Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и посмотрим, кто хочет вернуться в вашу жизнь, кто хочет быть с вами рядом. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, здесь не один человек вышел. Давайте начнем с вот этого персонажа. Человек, который плохо с вами поступил. Человек, который, видите, на ваших коленках плясал, на ваших руках плясал. Человек, который, скорее всего, вами пользовался, либо пользовался вашим чувством к нему. Играл. Этот человек с вами играл. Человек, который сейчас находится с какой-то полной женщиной вместе. Видите, за руку она его держит. Полная женщина, большая круглая голова и такое же корпулентное тело. Сейчас с другой женщиной. Веревки, кстати, он с вас вил. Вы ради этого мужчины готовы были и в огонь и в воду пойти. Вы очень много ему прощали. Вы очень на многое закрывали глаза. Вам все время казалось, что вашей любви хватит на двоих. Либо что любовь творит чудеса. Что он благодаря тому, что вы отдаете всю себя, он тоже поменяется. Но, к сожалению, жизнь не сказка, и чудо не случилось. Наоборот, очень жесткое разочарование вас постигло. Очень долго вы приходили в себя после этого мужчины. И, кстати, кто-то из вас очень еще долго ждал, чтобы он назад вернулся. Ждали, а кто-то даже ждет и по сей день, что он вернется назад. Смотрите, у него к вам нога деревянная, а к той другой женщине башмак смотрит. То есть, давайте так, скажу как есть, а вы уж там как хотите, так и понимаете. Этот мужчина, если бы он остался рядом с вами, он бы испортил вам жизнь. Он был не только неподходящей парой, кандидатурой, он был очень опасен для вас и, возможно, даже для ваших близких. Человек, который мог натворить непоправимое. Здесь идет именно вмешательство высшей силы с целью вас защитить, уберечь от ужасного. Давайте уж не буду смягчать, буду говорить как есть. Его просто выщемили из вашей жизни. Выщемили. Не обижайтесь, пожалуйста, на небеса. Они хотели вас защитить. Высшие силы хотели вас защитить. Поэтому этого мужчину и выщемили из вашей жизни. Он не сам ушел от вас. И не такой уж он дурак, чтобы от вас уходить. Он у вас на коленях плясал. То есть он вами целиком и полностью пользовался. Конечно бы он не ушел никогда. Здесь высшие силы принудили, чтобы вы себя сохранили, чтобы вы беды не нажили с этим человеком. Это сложно понять, это сложно принять, особенно если еще и чувства остались. Но, девушки, милые женщины, вот такая вот ситуация. Не в того вы влюбились, не на того вы посмотрели. А мужчина абьюзер, причем абьюзер чистокровный. Тут по-другому и не скажешь.
Та женщина, с которой он сейчас находится, она не вы, она не такая добрая, как вы, она не такая любящая, как вы. Там у них постоянная какая-то борьба. Но помимо того, что они борются, они еще как, ну, как говорят, да, две ягодки, да, одного поля ягодки. Они очень друг на друга похожи. Жизнь у них не сахар, постоянные бои, причем без правил, да, даже если и по правилам тоже, знаете, хорошего мало. Но, тем не менее, они в одной упряжке, они как два башмака, понимаете, в одну и ту же сторону смотрят, либо одного фасона. Не думайте об этом мужчине как о любви своей всей жизни, думайте о нем как о серьезном испытании, о даже как бедствии, да, которое ушло из вашей жизни. Что было, то прошло. Благодаря, кстати, этим отношениям вы стали гораздо сильнее. Вы стали более толстокожей, понимаете, менее восприимчивой, более толстокожей. Вас не так-то легко сейчас обидеть. Вы когти отрастили, да, вы сейчас можете за себя постоять. Вот такой учитель был в вашей жизни, такой учитель. Мужчина этот все чаще и чаще о вас вспоминает. О тех прекрасных моментах, которые вы ему дарили, о той прекрасной жизни, как у царя за пазухой, которую вы ему обеспечивали, о вашей покорности, о вашей робкости, о вашем умении любить и заботиться. Все чаще и чаще об этом думает. Закрывая глаза, мечтает, что вот вы опять вместе, вот он опять на вашем обеспечении, он опять под вашим теплым крылышком, заботливым теплым крылышком. Он не ищет любви, он ищет заботу, любовь и человека, на ком он может отыграться. Ну, давайте будем говорить как есть. Он какой-то закомплексованный и ущербный. Скорее всего, его это состояние, оно в детстве приобретено. В детстве. Может быть, мама у него такая была, может быть, пример такой перед глазами был. Не будем в этом разбираться, и это нас не касается. Не жалейте об этом мужчине. И если вдруг так случится, что он появится опять на вашем пороге, девчонки, не входите в эту же воду, не делайте ту же самую фатальную ошибку во второй раз. Он будет делать попытки с вами связаться. Он, кстати, очень много знает о вашей жизни. Знает, с кем вы живете, как вы живете, что происходит с вами. Есть у него эта мысль, да, вернуться к вам. Но не любви он ищет. Он ищет, не хочу говорить это слово, но очень обидное. Ну, давайте так, теплое местечко он ищет. Ну, а вы уж там понимаете, как хотите. Вы слишком добрая женщина, вы в свое время этого не увидели. К сожалению, не увидели. Из-за этого столько страданий выпало на вашу долю. С удовольствием бы вернулся, хоть сейчас, хоть сию же секунду. Но, слава Богу, там, видите, он с этой своей женщиной связан и руками, и ногами. Вернуться у него не получится. Но он бы с удовольствием. Ну, что было, то прошло, да, и вспоминать не стоит. И еще есть один кавалерчик, который очень нерешительным был. Мужчина симпатичный, светлоглазый, светло, скорее всего, волосый, либо такой светлый оттенок волос. Добрячок, простячок. Такой, знаете, скромненький мужчина, скромненький. Глазки очень красивые, такие светлые, наполненные глазки у него идут. Мужчина испытывал к вам безумное влечение и очень сильную симпатию. Вам, кстати, этот мужчина тоже нравился. Хороший парень, хороший. Но как-то побоялся, либо не был уверен в себе. Здесь, знаете, как денежный вопрос главную роль сыграл. Может быть, мужчинка проще должность, чем вы занимал. Может быть, у него там какие-то семейные вопросы, там родители, да, проблемные были в плане там, денег, имущества. То есть ему показалось, что вы очень шикарная женщина, а он слишком простой для вас. Но вот как не потяну. Вот не потяну я королеву, и все. Как бы я там ни работал 24/7, но не потяну. Ну, не хватит ресурса, не хватит средств.
очень сожалеет о том, что он упустил возможность быть рядом с вами, что он побоялся вас пригласить на свидание, либо предложить вам серьезные отношения. До сих пор вспоминает и до сих пор сам себя, вот знаете, как корит, ругает, что он не решился, либо что он вам не открылся в своих чувствах. Но вы все разные, у каждого по-своему отыграется. Но мужчина мне идет именно светленький и светлоглазый. Зеленые глаза, серые, голубые. Глаза очень красивые у него были. И вам тоже был симпатичен этот парень. И вроде как и общались или пересматривались, но вы так и не поняли, да, не поняли, нравлюсь, нет, либо не поняли, почему он так себя повел. А я вам говорю, страх и неуверенность в себе. Именно деньги материальные. Вот не смогу. Это принцесса, что же я ей буду ромашки дарить? Либо принцессу нужно в ресторан водить, а у меня денег еле-еле там хватает на обычную там кафешку. Понимаете, вот такой случай. Кстати, с этим мужчиной очень интересная тут линия вырисовывается. Такое впечатление, что он вас не забудет никогда. Либо сейчас он будет искать себе спутницу жизни, вот чтобы на вас была похожа. Знаете, как замену вам искать, да? Как схожесть какую-то искать. Так, ладно, кто еще хочет вернуться? С левой стороны вышла женщина. Женщина как подруга, может быть, подруга детства, либо школьная подруга, подруга по университету, может быть, когда-то вы вместе работали. Женщина, которая сейчас находится очень далеко, может быть, за границей где-то, на другом континенте. Нет между вами общения, либо нет какой-то плотной связи. Может быть, вы в интернете там переписываетесь, но близко прям сильно не общаетесь, но секретами не делитесь. А ей очень хотелось бы с вами вот близко находиться, чтобы можно было с вами поговорить, какие-то тайны свои раскрыть. Хотела бы она, чтобы ваша дружба была прежней, но восстановилась в прежнем формате, либо вы как-то вместе рядом жили. Она, кстати, своим детям о вас часто рассказывает, либо своему ребенку в пример ставит. Да, вот она вами искренне восхищается и, кстати, вас очень сильно любит. Но видите как, если бы не это пространство, не это расстояние, может быть, что-то бы и было с вашей дружбой. А так на расстоянии это очень сложно дружить, особенно если так далеко, и разные часовые пояса, и у каждого своя семья. Конечно, тяжело. Но она вас любит и считает вас больше, чем подругой. Считает, что вы как сестра ей. Сестра. Да. Там все про вас знают. И ее дети, ее муж, ее там, может, родители. Все про вас знают. Она всегда о вас говорит с любовью, с восхищением. Так, еще. Смотрите, какой тут красавчик нарисовался. Мужчина какой-то тяжелой судьбы. Мужчина, который в жизни вот просто все выгрызал, очень тяжело в жизни все давалось. Мужчина при больших статках, то есть у мужчины много денег, у мужчины, как знаете, все есть по деньгам, и, скорее всего, и должность у него какая-то, как управляющий, директор, либо хозяин, может быть, какого-то бизнеса. Мужчина глубоко семейный, и мужчина даже, возможно, любовницу имеет. Но это не у всех отыграется, но у кого-то так отыграется. Этот мужчина, он вас где-то видит. Может быть, вы у него работаете. Может быть, как-то вот вы где-то пересекаетесь. Этому мужчине вы очень-очень сильно нравитесь. Тут симпатия идет. Симпатия, и мужчина в последнее время все чаще и чаще о вас думает. Думает о вашей красоте, думает о ваших каких-то грустных глазах. Почему-то идет образ вас в какой-то одежде очень скромной. Вот почему-то он об этом думает. Может быть, ему жаль, что вы такая красивая женщина, не можете красиво одеваться.
не знаю, почему-то про одежду вашу думает. Может быть, у вас одежда не по сезону, либо одежда какая-нибудь старенькая, да, и у него прям сердце сжимается, он думает: Господи, такая красивая женщина, такая хорошая женщина. Но вот как, да, как это может быть? Это, конечно, странно прозвучит, но ему вас вот прям жалко становится. Жалость — это не самое лучшее чувство, но это чувство, которое заставляет его сердце вот прям сжиматься, когда он вас видит, либо когда он думает о вас. Это, кстати, очень серьезный сигнал на будущее, да, потому что если с этим мужчиной вы будете контактировать, либо появится такая возможность вам общаться постоянно, то мужчина может в вас влюбиться. Сейчас это симпатия, сейчас это интерес и желание, возможно, вам чем-то либо в чем-то помочь. Ну, ему вас жалко. Жалко. Так идет. То есть у мужчины нет плана конкретного, что вот, о, женщина, там, я ее хочу, я ее люблю. Нет, он просто за вами наблюдает и, ну вот, что-то к вам чувствует, и интерес есть к вам. Ему бы очень хотелось с вами разнакомиться, побольше о вас узнать, и очень хочется чем-то помочь, что-то для вас сделать. Есть еще такая нотка, знаете, чего-то родного. Может быть, вы ему напоминаете кого-то, да, кого-то близкого, родного. Может, еще что. Ну, не будем ковырять, да, у каждого по-своему отыграется. Но вот есть что-то между вами, какая-то незримая связь, она присутствует. И мужчина ее очень остро ощущает. Вот вроде взрослый он мужчина, вроде состоявшийся, вроде в жизни там уже все повидал, в таких вот прям переделках был. Но вот он не может себе объяснить, что это такое, что его так сильно к вам, ну вот, манит, влечет, да, почему он именно на вас обратил внимание. Вроде и семья у него есть, и, ну, любовница, скорее всего, любовница, потому что здесь две женщины. Одна удобная, другая, ну, как красивая, желанная. Скорее всего, любовница есть. Но вот смотрит он на вас, смотрит, прям глаза сами на вас смотрят. Очень хочется узнать вас побольше и что-то для вас сделать. Девочки, не исключено, что этот мужчина, ну, в ближайшее, может быть, время и не будет действовать, но чуть попозже какие-то мосты он будет наводить к вам вот с целью помочь, поддержать, там, поговорить. Не отбрасывайте этого мужчину. Этот мужчина может в вашей жизни сыграть ключевую роль, поверьте. Пусть не в любви, но в помощи точно может сыграть. Вот. Научитесь принимать подарки и не стесняйтесь, если вам нужна помощь, да, сказать о том, что вам нужна помощь. Все-таки у него душа благородная. С виду он суровый дядька, но душа у него благородная. Так, что вы еще должны узнать? Смотрите, здесь петушок выходит, у которого очень такие длинные перья из хвоста торчат. Смотрит в левую сторону. Буквально в ближайшие несколько вот дней, может быть, пару недель, какое-то предложение вы получите. Предложение, на которое нужно будет среагировать как можно быстрее, как можно ярче. Вам что-то будут предлагать. Предлагать могут как и работу, так и подработку, где-то поучаствовать, кому-то присоединиться, где-то побывать. Ни в коем случае отказываться нельзя. Нельзя. Это очень хорошие и сильные знаки, которые влияют на всю вашу судьбу. Любовь любовью, личное личным, но двигаться вперед просто необходимо. Вам что-то будут предлагать. Яркое, красивое и то, чего никогда в вашей жизни не было. Вот это вам будут предлагать. Не отказывайтесь, верьте в себя, верьте в свои силы. И даже если страшно, все равно пробуйте. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.